Приматы очень чувствительны к холодам. С наступлением зимнего периода часть обитателей Сухумского обезьяньего питомника испытывают неудобства. Так, на днях погибли две макаки резус возрастом от 4 до 5 лет. По словам директора НИИПИТ Зураба Миквабия, причиной гибели приматов стали верные отключения электричества. После отключения света прогреть клетки нет возможности, а для макаки резус понижение температуры воздуха ниже 15 градусов недопустимо. Они сидят в боксированном корпусе. А самое главное, что они сидят в отдельных клетках, и если остальные обезьяны могут, прижавшись друг к другу, а так они, в общем-то, и делают, согревать друг друга, то они такой возможности лишены, потому что они, каждый, сидят в индивидуальных клетках. Очень хорошо, конечно, что они сидят по одному, но учитывая то, что у некоторых приходится очень часто брать анализы, все по-другому просто. Из стада их вылавливать каждый раз, усыплять, это очень тяжело. И для них. Это обезьяны, которые или были уже в эксперименте, или сегодня в эксперименте. Ну и для нас, конечно, это большая потеря. И я должен воспользоваться случаем, поблагодарить Тимура Джинджолия, поблагодарить Рамина Зингишвили. Они пошли вчера нам навстречу, и вместо 3 выключений у нас всего 2 выключения. А это очень важно, потому что в боксированном корпусе, как только выключается электроэнергия, температура сразу падает до 16, а то и 14 градусов. А обезьяны, которые сидят в отдельных клетках, для них это ощутимо, в общем. В настоящее время в Сухумском обезьяньем питомнике 11 видов обезьян, более 400 особей. Это зеленые мартышки, макаки резус, японские, павианы, гамадрилы, капуцины, мангобеи, лемуры и другие. Обезьян, которые плохо переносят зиму, переводят в закрытые клетки. У остальных приматов в вольерах есть небольшая закрытая отапливаемая пристройка, куда они заходят погреться, за исключением некоторых павианов гамадрил, которые очень устойчивы к холоду. Если говорить о сезонных заболеваниях, то как таковых болезней у приматов нет, говорит Зураб Миквабия. Недавно у нас погиб павиан гамадрил, у него опухолевидное образование поджелудочной железы было. Ну, это довольно, не сказал бы, чтобы это часто, и никакой сезонности, кроме вот холодов, в общем-то, незаметно. Проблем с обеспечением обезьян питанием нет. Правительство оказывает посильную помощь, отмечает Зураб Миквабия. Обезьянам дают сухой корм, фрукты, овощи. Если совсем холодно, в меню добавляют горячую кашу. Возвращаясь к вопросу с отоплением, стоит отметить, что у обезьяньего питомника нет своего дизель-генератора. И по словам Зураба Миквабия, на всю территорию НИИПИТ нужно несколько генераторов, а средств на их покупку у института нет. Хочу обратиться к тем, кто это говорит, и тем, кто обладает какими-то финансовыми возможностями, пусть нам помогут. Пусть нам помогут. Потому что у нас, к сожалению, нет денег на реактивы и много на чего. Мы железно получаем только зарплату и корм на обезьян, а все остальное нет. И горючее, сами генераторы – это дорогое удовольствие. Зураб Миквабия также рассказал, что в питомнике не хватает вольеров для приматов. Из хороших новостей в этом году родились 2 павиана гамадрила и 1 яванский. Еще пополнение ожидается в мае. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.